Тема Крыма в последнее время начала все чаще звучать из уст президента и как-то активизировалась. Если вспомнить его пресс-марафон, да, первый, и если вспомнить пресс-конференцию президента Зеленского, понятно, что все зависит от журналистов, от тех вопросов, которые он задает. На пресс-марафоне последнем темы Крыма не было, за исключением телеканала АТР, который спросил, и президент сказал. Правда, он не ответил конкретно на эти вопросы, но все-таки он сказал про переговорные площадки. И спустя по этой пресс-конференции мы видим Дмитрия Кулебу, который на пресс-брифинге в Германии говорит о том, что Украина планирует начать обсуждение и формирование какой-то международной платформы по неизбежной деоккупации Крыма. Разве это не хорошая новость? Это прекрасная новость. Просто господин Кулеба является последовательным проукраинским политиком, который пытается действительно приложить максимум усилий для возврата Крыма и для деоккупации Донбасса. То есть, как бы это действительно, я это видел еще, когда он был послом Украины в Совете Европы, в Мгм. Парламентской ассамблее Совета Европы. Но здесь есть маленький нюанс. Для меня самый большой показатель — это фильм «Год президента Зеленского». В этом фильме слово «Крым» не было названо ни разу. Это лучший показатель. Скажем так, президент о нем реально не помнит. Ему иногда напоминают и говорят: смотрите, надо сказать о Крыме. Но он же действительно наш. Он говорит, да, Крым, он не Мгм. против. Он всегда согласен, что Крым — Украина. Но он не настолько актуален и важен в его повестке дня.